В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Якутия планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, который начнет свою работу уже сегодня, 14 февраля. Согласно данным регионального министерства экономики, планируется, что правительство республики заключит соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, Ассоциацией инновационных регионов России, Франко-Российской торгово-промышленной палатой и Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России. Кроме того, будут обсуждены вопросы сотрудничества Якутии с Иркутской областью и Пермским краем. В основном соглашения касаются развития межрегиональных связей, экспорта, взаимовыгодного сотрудничества и плана реализации конкретных проектов. Всего в Сочи планируется подписать более 500 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей. Также на форуме можно будет узнать об аспектах реализации национальных проектов. Соглашения, заключаемые на форуме, служат привлечению инвестиций в региональные проекты, развитию межрегиональных связей, взаимовыгодному сотрудничеству бизнеса и власти в субъектах Российской Федерации. Такой интенсивный обмен мнениями, деловыми контактами, связями в различных сферах – это показатель деловой активности, который является основополагающим фактором реализации национальных проектов в соответствующих направлениях, отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета Российского инвестиционного форума Антон Кобяков. Что касается проектов, то Якутия намерена презентовать на полях инвестиционного форума в Сочи проект по строительству завода по производству топливных древесных гранул в городе Томмоте Алданского района. Для производства пеллетов планируется использование неделовой хвойной породы, а также неликвидной и низкотоварной древесины. Тем самым будут создаваться условия для восстановления леса. К реализации проекта приступят уже в этом году. На данном этапе заключены соглашения по поставке 160 тысяч тонн готовой продукции в год в Корею и договоры по поставке оборудования из Китайской Народной Республики. Отмечу, что реализация этого проекта позволит сократить расходы на заготовку сырья до 54%. Группа компаний «Колмар» планирует увеличить добычу угля в шахте Денисовская в Нерюнгринском районе за счет установки очистного механизированного комплекса. Он позволяет осуществлять добычу угля в 2,5 раза эффективнее. Аналогов подобного комплекса в республике еще нет. Комплекс полностью автоматизирован и может работать дистанционно. Механизированный комплекс позволит довести месячную добычу угля на шахте Денисовская до 250 тысяч тонн. Благодаря новому комплексу мы сможем осуществлять отработку угольных пластов в 2,5 раза эффективнее, рассказал генеральный директор угледобывающей компании «Колмар» Артем Левин. Чистая прибыль Алроса по российским стандартам бухгалтерской отчетности за 2018 год выросла на 71%. Выручка за отчетный период составила 219 миллиардов 800 миллионов рублей, что более чем на 10% больше, чем за предыдущий год. Рост выручки обусловлен главным образом повышением средней цены реализации на алмазы ювелирного качества. В продолжение темы Алроса представила овальный розовый бриллиант весом почти в 15 карат. Это крупнейший розовый бриллиант в истории России. Алмаз, из которого он изготовлен, был добыт в 2017 году на рассыпном месторождении Эбелях в Якутии и стал самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. А по итогам 2017 года признан лучшей находкой года по версии американского издания The National Jewelers. До настоящего времени самый крупный розовый алмаз Алроса весил около 4 карат. Розовые бриллианты считаются наряду с голубыми самыми редкими и дорогими, а розовый камень такого размера и чистоты – один из лучших в мире за последние годы. Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки, заявил заместитель генерального директора Алроса Юрий Акаемов. Ставки по ипотечному кредитованию, выросшие в конце 2018 года, начнут снижаться во втором полугодии текущего года. Такой прогноз дал председатель правления банка Дом.РФ Артем Федорко. Эксперт связывает повышение ипотечных ставок с реакцией экономики на повышение налога на добавленную стоимость. Но это разовый фактор, который не должен сказываться на долгий период времени.
Тем временем российские банки в январе текущего года выдали рекордную для этого месяца сумму по ипотеке. В январе 2019 года, по предварительным данным, банки выдали рекордные 85 миллиардов рублей. Между тем, в январе 2018 года было выдано 60 миллиардов рублей ипотечных кредитов. При этом в сравнении с декабрем январь показывает падение спроса, характерное для первого месяца. В декабре 2018 года было выдано почти 150 миллиардов рублей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.